дискуссии были бурные. Петр Иванович, все-таки я предлагаю по проекту постановления пойти. Пожалуйста, вот ваши предложения тоже. И пойдем по закону. Значит, уважаемые коллеги, есть постановление об утверждении персонального состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии. На основании части 3 статьи 16 Избирательного кодекса номер 60 от 2015 года Народное собрание Гагаузии принимает настоящее постановление утвердить следующий персональный состав Центральной избирательной комиссии. От Народного собрания: Коваленко Яна Викторовна, Мавради Попазова Олеся Дмитриевна. Мавради, спасибо. Михайлоглу Алина Валерьевна. Второе. От Исполнительного комитета Гагаузии: Деревенко Виталий Павлович, Гюмишли Елена Николаевна и Дейли Валентина Петровна. Третье. От судебных инстанций: Кривой Олег Игоревич, Янак Игорь Владимирович и Крайтор Игорь Михайлович. Пожалуйста, прошу поставить на голосование. Уважаемые коллеги, в зале, правда, нет всех депутатов, но кворум есть. Подождать, чтобы зашли. Кворум есть, Илья? Илья Семенович вышел и кто-то еще вышел. Нет, тогда, уважаемые коллеги, давайте это завтра. Есть предложение комиссии, я тоже его озвучил, юридического управления дало тоже пояснение. Кто за постановление об утверждении персонального состава, прошу проголосовать. За 9 кандидатов в Центральную избирательную комиссию. За 9 кандидатов. Кто за, прошу проголосовать. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уважаемые коллеги, давайте держим руки, чтобы мы знали четко, кто голосует за персональный состав Центральной избирательной комиссии. От Народного собрания 3 человека, от Исполнительного комитета 3 человека, от судебных инстанций 3 человека. Если вопрос не проходит, значит мы будем этот вопрос на другом заседании рассматривать. У нас предлагается по закону, Екатерина Федоровна, по закону у нас 9 человек мы утверждаем. Но только что нас убеждали в том, что мы не можем голосовать. Екатерина Федоровна, вот есть постановление, проект постановления у всех роздан. Мы голосуем. Если мы сейчас этот вопрос не проголосовывается, значит мы его будем в другой раз потом рассматривать. Мы не будем закон нарушать. Кто за? Я уточнить хочу. До перерыва коллеги предлагали какие-то свои видения. Председатель комиссии озвучил. Председатель комиссии озвучил 9 человек. Подождите. Председатель комиссии перед уходом на перерыв сказал, и я уточнила, как он говорит, отдельно за троих от Народного исполнительного комитета, отдельно за... Так было, да, Петр Иванович? Да, так было, но... Не свое видение и свою трактовку, а как юрист, как доктор права, высказал свое видение, как мы должны проголосовать. Закончился перерыв, пришли из другого вопроса, мы начинаем, или как? Ничего не... Поставьте, пожалуйста, смотрите. Были предложения коллег. За что мы голосуем? Я просто хочу понять. Мы будем голосовать. За предложение комиссии мы голосуем. За постановление голосуем. Ваше же было другое, Петр Иванович. Два предложения есть. Одно комиссии, второе предложение о том, чтобы мы голосовали пакетно, исходя из предложений исполкома, Народного собрания и судебного кодекса. Уважаемые коллеги, Георгий Георгиевич, вот я вам скажу честно, у нас сегодня создается впечатление, что кто-то кого-то конкретно не хочет кого-то утвердить, но мы сегодня нарушаем. Я предлагаю проголосовать за 9 человек, чтобы они начали работать, выбрали свои руководящие органы. Если какие-то будут проблемы, потом пускай их снимают, пускай какие-то проблемы, но мы должны сегодня четко проголосовать за них. Не голосуем, я говорю вам, я голосую по закону за всех. Владимир Михайлович, я с вами согласна, только, Петр Иванович, ответьте мне, пожалуйста. То есть сейчас у нас у трибуны стоит председатель комиссии, Да. который докладывает. И еще раз говорю, перед уходом на перерыв вы сказали, что мы должны голосовать отдельно за троих от исполкома, отдельно за троих от судей. Ваша позиция изменилась? Моя позиция в каком смысле изменилась? Мы голосуем отдельно за троих от исполкома и отдельно за троих. Она изменилась по какой причине? Потому что просто изменилась, ну, она в корне не изменилась, но изменилась в такой степени, что, значит, мы нарушаем
те процедуры, которые предусмотрены избирательным кодексом. То есть мы должны все-таки начальник управления, юридического управления. У меня вопрос. Поняла. Петр Иванович, я поняла, что ваша позиция, еще раз для всех. До ухода на перерыв председатель комиссии, который стоит на трибуне, сказал следующее. Не надо мне сейчас спекулировать что мы этим голосуем перерывом. за троих. Не надо мне перерывом спекулировать, еще раз говорю. Можно я доскажу? Вы Пожалуйста, позволили сказать. Перед уходом на перерыв вы сказали, что мы должны голосовать, и возразили спикеру Народного собрания Гагаузии, сказав, что мы должны голосовать за троих от судей и за троих от исполкома. Я задала вопрос, поменялось ли ваше мнение? Вы сказали «да». И я понимаю, что вас убедили во время перерыва. Хочу попросить вас убедить меня. Это ваше воображение, что мне кто-то переубедил. Никто меня не переубеждал. Я человек взрослый, не надо мне сейчас вот эти вещи навешивать. Не перебивайте, пожалуйста. Петр Иванович, я имею право задать вам свой вопрос как председателю комиссии. Имею право задать вам свой вопрос как председателю комиссии. Я депутат, и я сегодня заявляю ответственно. Я готова и буду голосовать за Центральную избирательную комиссию. Но я имею право получить ответ на свой вопрос от председателя комиссии, который до ухода на перерыв имел одно мнение, сейчас он имеет другое мнение. Я хочу, чтобы вы меня убедили в том, что ваше предложение сейчас, оно законное, и я буду голосовать. Пожалуйста, спасибо. Еще раз вам читаю, что написано. Игорь Михайлович, дайте, пожалуйста, микрофон. Дайте, пожалуйста, юридическому управлению микрофон. Игорь Михайлович, прокомментируйте, как мы должны голосовать за ЦИК. Доктор право сказал одно, нам на третьем этаже дали указания. Юристы, знаете, как даст пояснение по этому вопросу. На прошлом заседании, как мы голосовали? За постановление? За 9 человек. Нет. Да. Мы проголосовали за 9 человек. В прошлом заседании мы голосовали отдельно. В прошлом заседании голосовали отдельно. Уважаемые коллеги. Потому что они, послушайте, пожалуйста, как было на прошлом заседании. Поднимите, пожалуйста, протокол, я объясню, как было. Начали голосовать за исполком, набрали 12 голосов, начали голосовать за суды, набрали, по-моему, 14. Сергей Афанасьевич, я хочу пояснить, как было на прошлом заседании. На прошлом заседании было постановление, принято Народным собранием, где мы проголосовали рейтинговым голосованием за членов от Народного собрания. От Народного собрания было отдельное постановление. Потом я зачитал 9 фамилий, и оно не набрало 17 голосов. Управление делами, я правильно говорю? Дайте пояснение протокол. Пожалуйста, микрофон даю. Как было проголосовано, объясните, пожалуйста. Да, действительно, Владимир Михайлович прав в том, что отдельным постановлением приняли постановление по представителям от Народного собрания. И отдельно было голосование по проекту постановления, в котором были все 9 фамилий от 3 инстанций. Но постановление не было поддержано достаточным количеством голосов, поэтому оно не было принято. Уважаемые коллеги, поэтому мы не будем нарушать и свои же порядки. Я предлагаю проголосовать сейчас за 9 человек, и чтобы они начали работать. Вот что я предлагаю. Пожалуйста, Георгий Иванович. Можно маленькое уточнение? Да. Я понимаю, вроде бы вы председатель, но сегодня некоторые коллеги ведут себя, что они председатели. Извините. Спасибо, Георгий Иванович. Спасибо за уточнение, которое высказал управление. Действительно, если в прошлый раз мы голосовали за постановление, с чего опять сегодня двойные стандарты? Правильно. Я понимаю, что кто-то подсуетился и поменяли списки, но еще признайте, что мы сегодня... Мы голосуем за судебные, я голосую за судебные инстанции, но только пакетом. Коллеги, Георгий Иванович. Коллеги, послушайте меня. Значит, каждый из нас имеет право участвовать, не участвовать в голосовании, поддержать, либо не поддержать то или иное предложение. Статья 20 Избирательного кодекса говорит о том, что члены Центральной избирательной комиссии должны соответствовать определенным критериям, в том числе обладать безупречной репутацией. И никто, ни исполком, никто другой не заставит меня голосовать за обезьянку или за кого-то другую, кого они предложили. И вас тоже не смогут это заставить. Компактно или комплектно мы не можем принимать. Но тем не менее, ситуация таким образом развивается, что мы можем провалить вот это мероприятие, связанное с выборами ЦИК. И, соответственно,
какие-то осложнения будут иметь место в части своевременности начала избирательной кампании и проведения в срок выборов депутата Народного собрания. Последнее никто из нас здесь не хочет. В этой связи я предлагаю компромиссный вариант. Коль комиссия предложила на этом этапе, подготовила постановление, это решение комиссии, их предложение точнее, ставим на голосование по первому варианту, компактно 9 человек, потом уже второй вариант по 3 человека от каждого органа в отдельности, как мы голосовали. И уже, если вдруг и здесь не найдем компромиссный вариант, тогда уже будем голосовать и персонально, если хотите. Значит, это третий вариант. Но лучше ограничиться 2 вариантами. Это выведет нас на более ровную ситуацию. Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, Николай Ильич. Уважаемые коллеги, у меня вопрос. Сегодня мы не голосуем, и данные кандидаты, которые сегодня предложены, они не проходят повторно. Мы можем их предложить? А как получалось, что суд не предложил, тех же кандидатов предложил? Нет, я просто спрашиваю для себя, чтобы голосовать и знать, как голосовать. Я поэтому спрашиваю для себя этот вопрос. Сегодня поднимите свои телефоны, посмотрите, кому смс-ки пришли. Вот и сейчас спрашиваю. Коллега, Владимир Михайлович, у меня вот этот вопрос, могут повторно дать эти кандидатуры, да? Конечно, могут. Вот мы сегодня... Еще раз. Поэтому я и предлагаю проголосовать за 9 Мы человек. сегодня не голосуем за Петю, образно говоря, да? В следующий раз дают тоже Петю. Как быть? Пока мы не проголосуем за Петю, значит, получается. Да, ну поэтому я и предлагаю, чтобы мы не превращали сейчас это в какой-то... У меня еще одно предложение. Есть у нас вот 9 кандидатов, да? Вот пройтись по каждому кандидату. Если у нас есть вопросы с этим кандидатом, то их вывести отдельно обсудить. Если нет вопросов, почему остальные все кандидаты должны пострадать из-за одного, из-за двоих? Уважаемые коллеги, вы знаете, сегодня о любой фамилии можно все что угодно говорить. Но аргументы должны быть. Мы не должны сегодня быть голословными. Дело не в этом. Вот сегодня обсуждается Виталий Павлович Деревенко, да? Там еще 2 девочки, которые тоже в этих списках. Сегодня, если мы не хотим Виталия Павловича, образно говоря, эти девочки при чем здесь? Вот к этому это вопрос. Уважаемые коллеги, Виталий Павлович сегодня является начальником управления уже есть больше года. Я не к этому, нет к нему претензий. Я не к этому, но сегодня были вопросы, я озвучивал. Нет претензий. Нет, Сергей Васильевич, не у меня нет претензий, у вас нет претензий тоже. Если бы у вас были претензии, вы бы зарегистрировали, ни у кого нет чтобы мы его претензий, сняли как я с этой понимаю. должности. Владимир Михайлович, официально ни у кого нет претензий ни одному кандидату. Это все на слуху. Я поэтому и хочу спросить. Причем здесь те люди, которые вот в этом списке, мы сейчас будем голосовать списком. Интересно, что все депутаты готовы голосовать за ЦИК, чтобы ЦИК был утвержден, и никто не заинтересован. Илья Семенович, я хочу соблюдать закон. Почему в прошлый раз вы не сказали поименно, а вы все проголосовали за 9 человек? Вам так, Виталий Деревенко. Уважаемые коллеги, скажите. Илья Семенович, можно о любой фамилии говорить все, что угодно. Я вам еще раз говорю. Если у кого-то была какая-то претензия к Деревенко, ну неужели мы не могли зарегистрировать какую-то инициативу, чтобы его снять с должности? Так значит, он соответствует должности начальника управления. Илья Семенович, это не башка, там мы голосовали. И мы на любом этапе можем любого начальника управления снять. Но мы это не сделали. Не надо говорить сегодня. Можно? Пожалуйста. Уважаемые депутаты. Извините, я буду говорить сейчас просто как житель Гагаузии. Поверьте, что большинство жителей Гагаузии ждет, чтобы многие из вас покинули зал законно, чтобы их потом уже сюда не переизбирали. И сегодня то, что вы творите, вы еще больше укрепляете мнение большинства жителей Гагаузии. Я не хочу ничего предлагать, Боже упаси. Ну, имея как косвенный опыт, ваш же, доктор права,
Вы единственный орган законодательный бычакты и экмекта elinizde. Nince siz keseceğiniz, böyle de biz yiyeceğiz Gagauzi, bütün narod öyle yiyecek. Siz niçin şimdi burada şımarıyorsunuz? Kalkın. Oldu bir предложение председателя комиссии. Есть следующее предложение по 3. Есть четвертое предложение индивидуально. Господин председатель. Спасибо, Олег. Нет, я сейчас не спешите благодарить. Я уже до конца скажу. То есть, господин председатель, это же не собственная команда sadece Сватов, где он на oturuyor stolda da şimdi hepsiyle sadece karşı oru oynasınlar. Ne deniyor ona? Sadece o devir orusu mu ne o? Sizin işiniz, господин председатель, oldu 3 предложение sırayla koyma голосование ziyidesini söyleyecek, o da bitecek. Kalkın da ziyitlemeyin kendinizi de bitti gitti. Hangisine ziyide голос vereceğiz, o adamlar da işleyecek. Спасибо, Олег Федорович, спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, я ставлю на голосование предложение комиссии за 9 человек. Я хочу уточнить. Вы ставите на голосование решение комиссии, потом поставите ли вы на голосование и следующее предложение? Конечно, обязан. Ну, поставим, но я предлагаю голосовать пакетом. Кто за, прошу проголосовать. 9 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Кто против? Воздержались? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вопрос не проходит. Предложение есть пойти по 3 человека. По 3 человека было. Коллеги, когда говорится персонально, в основу ставится слово персона. Одна личность. В законе четко указано. Я уже поражаюсь вот такой трактовке, несколько опасной, чтобы никто не знал и не видел. И при этом закон говорит о том, что лицо должно соответствовать определенным критериям. Я не зря сказал, если обезьянку предложат, проголосуйте, потому что это кто-то предложил. Очевидно, что нет. Должно лицо соответствовать определенным критериям, в том числе обладать безупречной репутацией. Наряду с тем, что гражданин Молдовы, несудимый и так далее и тому подобное. Поэтому и требуется персонально. Но с учетом сложившейся политической ситуации, с тем, чтобы разрядить ситуацию, предлагаю все-таки остановиться на втором варианте, проголосовать пакетно, если кто-то предложил какие-то кандидатуры, какой-то орган правомочный, суд, либо исполнительный комитет, который, на наш взгляд, не соответствует предъявляемым требованиям, мы не голосуем, мы высказали уже свою позицию, почему мы не хотим. Хорошо. Мы можем дополнительно высказаться. Но мы должны принять решение, чтобы у нас ЦИК заработал и выборы были своевременно проведены. По 3. Федор Иванович. От исполнительного комитета господин Деревенко Виталий Павлович, Гюмишли Елена Николаевна и госпожа Дейли Валентина Петровна. Кто за, прошу проголосовать. Нет, это 3 человека от исполнительного комитета. Нет, пакетом 3 человека. Уважаемые коллеги, кто за, прошу проголосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 человек. Кто против? Я за. Я первый. Кто против? Ну, 17 человек должно быть. Нет смысла. От судебных инстанций. Кто за? Прошу проголосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 голосов. Кто против? Воздержался? Ну, прошел вопрос. Уважаемые коллеги, так получается, что у нас 6 человек только в ЦИКе. А теперь мы должны проголосовать за весь состав? С этими 3? Нет. За 9. Мы не можем. У нас сегодня, уважаемые коллеги, сегодня получается, что представителя исполкома не будет в ЦИКе, и право быть председателем кого-то представителем вы ограничиваете сегодня в этом праве. Валерий Михайлович, можно реплику маленькую? Да, пожалуйста.
учитывая, коль не хотел на личности переходить, но была названа моя фамилия сегодня и мое имя, хочу уважаемому коллеге обратиться. Пусть он вспомнит, когда были парламентские выборы, и один из членов, предложенный от судебной инстанции, был в одной из партий, и как бы яро кричали, что как такие люди допускаются до избирательного бюро. А сегодня вы спокойно поднимаете руку без угрызения совести. Пожалуйста. Предложение предложил Михаил Николаевич, я озвучу, коль он, значит, чтобы не было обвинений, что члены исполкома не присутствуют, давайте отступим от правил. Давайте персонально по исполкому еще раз пройдемся отдельно по ним. Сейчас, отдельно по исполкому. И если мы двоих изберем, пожалуйста, пусть потом представят третьего, через неделю мы третьего тоже утвердим. Какие проблемы? Да потому что, понимаете, есть вопросы. Я сейчас не хочу к выборным кампаниям возвращаться и в части участия господина Деревенко на них. Поэтому, коль не прошло, не прошло. Предложите. Если нет, значит, постановление указать о том, что отклонили, чтобы исполнительный комитет представил. Через неделю представить исполком опять тех же, значит, мы опять рассмотрим, какие проблемы. Мы проголосовали за полный состав, не прошло. Состав подрядчика не прошло, значит, остается 6 человек. За 6 человек только. Исполнительный комитет должен от других людей. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу. Пожалуйста. А я думал, в конце заседания. Хорошо? Я думал, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здесь был задан вопрос, если, то есть ключевое слово «если», да, хотя в юриспруденции сослагательного наклонения нету, но если вдруг тот, кто не соответствует согласно статье закона, он должен теперь после утверждения Народным собранием в состав Центральной избирательной комиссии, он обязан, согласно закону, в течение месяца устранить конфликт несовместимости. Если он это не устраняет, тогда эта кандидатура автоматически констатирующим органом выбывает, и мы голосуем за другую кандидатуру. Да. Уважаемые коллеги, после утверждения Народным собранием Гагаузии персонального состава Центральной избирательной комиссии, ее члены поименно на заседании Народного собрания торжественно приносят присягу, поэтому предлагается, кто здесь есть, за кого проголосовали, чтобы принесли присягу. Яна Викторовна. Это их личное право, каждый на каком хочет. Каждое право их на 3 языках, у нас функционирует 3 языка. Добрый день, уважаемые депутаты. Спасибо за оказанное доверие. Я принесу присягу. Я, Коваленко Яна, клянусь соблюдать и чтить Конституцию Республики Молдова, уложение Гагаузии и Гагаузии, закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии и закон о ТО Гагаузии. Защищать права и основные свободы граждан честно, сознательно, добросовестно и непредвзято исполнять возлагаемые на меня высокие должностные обязанности, не делать никаких политических заявлений на протяжении всего срока пребывания в должности члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Спасибо. Пожалуйста, Олеся. Добрый день. Благодарю за оказанное доверие. Я, Мавради Попазова Олеся Дмитриевна, клянусь соблюдать и чтить Конституцию Республики Молдова, уложение Гагаузии и закона Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии и закона о ТО Гагаузии. Защищать права и основные свободы граждан честно, сознательно, добросовестно и непредвзято исполнять возлагаемые на меня высокие должностные обязанности. Не делать никаких политических заявлений на протяжении всего срока пребывания в должности члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Спасибо.
Алина Валерьевна. Saygılı депутатлар, şükür ederim. Ben Tihayoglu Alina, имени Дерим, Uygun Tamamlama Moldova Respublika'nın Konstitüsyasını, Gagauzya Temel Kanunu, Moldova'nın Respublika'nın kanunu Gagauzya'nın ayrı statüsü için hem başka Gagauzyan kanunlarını, sayma hem koruma vatandaşların haklarını hem serbestliğini, iyi niyetle bana verilen sorumlu, iki tamam hem uygun götürme. Bulunarken iş başında Gagauzya Seçim Komisyası'nda hiçbir zaman yapmama politik bildirimi. Пожалуйста, Крайторий. Saygılı депутатлар, ben Kraytor Igor, yemin ederim uygun tamamlama Moldova Respublika'nın konstitüsyasını, Gagauzya Temel Kanunu, Moldova Respublika'nın kanunu, Gagauzya'nın ayrılı statüsü için, hem başka Gagauzya'nın kanunlarını, sayma hem koruma vatandaşların haklarını hem serbestliğini, iyi niyetle bana verilen sorumlu, yükü tamam hem uygun götürme, bulunarken iş başında Gagauzya Seçim Komisyası'nda hiçbir zaman yapmama politik bildirimi. Я, Кривой Олег, клянусь соблюдать, чтить Конституцию Республики Молдова, уложение Гагаузии, закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии, Гагаузии и законы о Гагаузии. Защищать права и основные свободы граждан честно, сознательно, добросовестно, непредвзято, исполнять возлагаемые на меня высокие должностные обязанности, не делать никаких политических заявлений на протяжении всего срока пребывания в должности члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Добрый день, уважаемые депутаты. Если честно, для начала хотел бы обратить внимание на то, что есть избирательный кодекс Республики Молдова, кодекс о выборах, есть кодекс избирательный Гагаузии, где содержатся определенные статьи, имеющие отношение к принципам и нормам избирательного права и процесса. Если кого-то смущают какие-то вопросы, открывайте статью 20 избирательного кодекса Гагаузии, и там есть все ответы. Если иногда будете открывать законы и кодексы, там вы найдете много хороших ответов. Каждое мнение имеет право на существование, но при этом есть довольно-таки справедливое мнение. Да. Для отдельных депутатов. Я Уважаемые, давайте мы не будем превращать здесь в шоу. У вас есть присяга. Или вы даете нам присягу, или публично скажите, что вы не хотите быть членом ЦИК, и все. Что мы здесь будем заниматься поучительством? Мы здесь не на курсах в университете. Вы перед депутатами здесь присягу даете, если что. Владимир Михайлович, для начала до присяги я, как житель этого Гагаузии, имею полное право высказывать определенное мнение. Вы сейчас уже как представитель ЦИК. И никаких политических заявлений не должны делать. Это можно разъяснить. Мы уже это можем разъяснить как политическое заявление. Вы уже здесь как представитель ЦИК. И если вы хотите быть в ЦИКе, то вы должны дать присягу и не заниматься здесь демагогией.
Для начала я еще раз повторюсь. Как бы обидно ни звучало, и для Владимира Михайловича, и для остальных депутатов. Уважаемые коллеги, я предлагаю проголосовать и убрать этот состав от члена ЦИК этого человека. Ну что это такое? Мы здесь что, будем терпеть? Я предлагаю проголосовать и снять тогда состав от ЦИК. Что это такое? Ну это что, это нормально? Уважаемый Владимир Михайлович, никто никого не позорит. господин Янак, мне передал микрофон и позволил сказать два слова спикер Народного собрания Гагаузии. Вам оттуда не слышно, уважаемый Григорий Иванович, простите. А я здесь господину КСА говорю, надо остановить это. Либо принимает присягу, либо... Поэтому, уважаемые коллеги, сейчас я, уважаемый господин Янак, обращаюсь к вам. Только что депутаты Народного собрания Гагаузии с большим трудом, вы это видели, в прениях и в мнениях голосовали за ЦИК. Мне не то, что непонятно ваше сейчас выступление, оно абсурдно и не подлежит сейчас тому, чтобы мы, депутаты, выслушивали вас. Вы можете иметь, конечно, свое мнение, и это правильно. Вы юрист, мы это знаем, но сейчас не то место, где вам надо было бы об этом говорить. Спасибо. И я как депутат поддерживаюсь того мнения, которое оттуда коллеги говорят. Либо вы приносите присягу, либо троеточие. Поэтому сегодня я был очень рад услышать от вас. Человек вышел, никто ему слова не сказал и не пререкался. Пришел здесь нас учить, депутатов. Если вы не имеете уважения к себе, так поимейте уважение к другим коллегам. Вас сегодня огульно вышли со сцены, обвиняют вместо того, чтобы принять присягу. Я предлагаю поставить на голосование и этого кандидата заново переголосовать от судебной коллегии. Я думаю, господин Янак имел не то в виду, никого он учить не хотел. Он просто, послушайте, каждый слышит по-своему, меры свои. Послушайте, пожалуйста. Я не адвокат. Может, человек что-то хотел сказать в течение предстоящих выборов по закону. Ну, сегодня так, прочитайте, пожалуйста, присягу. Уважаемые коллеги, депутаты расценивают это как политические заявления, а у нас четко прописано, что никаких политических заявлений. Поступило предложение снять его члена ЦИК. Я ставлю вопрос на голосование. Кто-то не поддержит, пускай не поддерживает. Уважаемые депутаты, давайте я не поддерживаю высказывание господина Янака абсолютно, и да, это неуместно. Но должны понять одну вещь, Георгий Иванович, можно не комментировать. Вы как комментатор, честное слово. Мы приняли постановление, мы утвердили 3. Если сейчас вы ставите вопрос о том, чтобы снять его, мы должны тогда переголосовать и отменить то постановление. Поэтому считаю, что мы приняли свое постановление, он должен выбрать. На мой взгляд, он должен извиниться перед депутатами, выбрать, принять присягу. Если нет, он должен отказаться, тогда мы будем понимать, что у нас осталось только 2. Я думаю, Игорь, вы должны извиниться перед депутатами или присягу принять, или вы не принимаете. Прежде чем поклясться в соблюдении Конституции Республики Молдова, я перед вами должен выступить как гражданин Республики Молдова. Уважаемые коллеги, мы здесь что будем превращать в шоу, что ли? Пожалуйста. Владимир Михайлович, коллеги, я по поводу этой кандидатуры... Я думаю, что это неуважение к депутатам. Вы сказал недовольство... Я думаю, что надо проголосовать, это неуважение к депутатам. Вы сказал недовольство и был прав в этом отношении. Я думаю, мы должны пересмотреть свое решение. Я поставлю на голосование вопрос. Уважаемые депутаты, я еще раз повторяюсь.
Прежде чем поклясться соблюдать Конституцию Республики Молдова, я в первую очередь должен выступить как гражданин. Я высказал свое мнение с позиции закона, я на личности не переходил. Если кто-то считает, что я оскорбил в личностном плане кого-то, я готов лично извиниться перед ним отдельно. Я думаю, что лучше извиниться. Если речь идет об оскорблениях каких-то, если кто-то посчитал заявление в плане, так скажем, касающийся соблюдения... Владимир Михайлович, извините за выражение, мы в шоу в цирке находимся сегодня. Давайте мы не будем... Вы обвинили весь народного состава Народного собрания в том, что надо заглядывать законы и в кодексы. Вы знаете, считаете, сколько раз кто-то из нас открывает закон? Вы статистику ведете, Владимир Михайлович. Что за цирк устроили здесь? Я все-таки предлагаю, раз пошло такое, если человек не уважает депутатов, я все-таки поставлю вопрос на голосование. Я поставлю вопрос на голосование, чтобы пересмотреть эту кандидатуру, чтобы потом нас не обвиняли. Пожалуйста, Михаил. Ну потому что или мы присягу даем, или мы будем шоу устанавливать. Игорь Леонидович, я предлагаю вам прочитать присягу. То, что было уже высказано, я понял ваш посыл, но в данном случае мы утвердили всех членов ЦИК для того, чтобы мы не срывали дальнейшую деятельность ЦИКа. Я просто предлагаю вам просто прочитать сейчас клятву, да. А те, которые считают себя оскорбленными, да, могут вам подойти, вы лично принесете. Но просто прочитайте, пожалуйста, клятву, чтобы мы... У коллег есть основания потом обращаться в суд. Вы будете присягу читать, извините перед депутатами, или мы поставим вопрос на голосование? Я, Игорь Яна, клянусь соблюдать... Владимир Михайлович, было предложение коллеги. Я прошу прощения за перебивание. Коллега попросил извиниться сперва. Без извинения никакая присяга не считается легитимной. Но это уже неуважение к себе. Но это неправильно, Владимир Михайлович. Если вы себя не уважаете как председателя Народного собрания, уважайте своих коллег, если вы не уважаете председателя Народного собрания, себя. Коллега предложил Сергей Константинович прежде извиниться, а потом начать присягу. Уважаемые коллеги. Перед всем, не лично перед кем-то, извиниться перед коллегами. Вы статист сегодня, вы знаете, кто сколько раз открывает кодексы и законы? Сергей, извиниться без извинения никакой присяги не надо. Григорий Иванович, я думаю, что вам не будет трудно. Сергей Константинович правильно сказал. Надо извиниться и зачитать присягу. Senin üstüne sildiler bir bacaklarını. Senin üstüne sildiler bir bacaklarını. Kimin için sen kaçınardın? Bu bitki gününe. Да чуть-чуть уважения к себе, просто как мужчине. Григорий Иванович, уважаемый, давайте мы перейдем. Я думаю, что было бы уместно извиниться, Сергей Алексеевич очень правильно подметил, и зачитать присягу и быть членом ЦИКа, и все. И не надо, это никакая не гордость, вы оскорбите кто-то, может и измениться, ничего страшного. Весь, да, и примарский корпус возмущается. Это ненормально, Игорь. Я еще раз повторюсь, если кто-то посчитал, что я кого-то лично оскорбил, я готов в личностном плане извиниться. Уважаемые коллеги, ну это уже, ну это ненормально. Я предлагаю, я ставлю вопрос на голосование о несоответствии кандидата. Я ставлю вопрос на голосование. Это ненормальное явление. Ну а что это, Георгий Георгиевич, нормально что ли? Значит перевести не надо. Сейчас, Владимир Михайлович. А всем нравится. Владимир Михайлович, можно успокоить там на галерке Георгий Иванович. Мы имеем право за свое постановление здесь голосовать, если надо. Георгий Иванович, а ну сядьте, пожалуйста. Я хочу сказать вот о чем, чтобы все успокоились. Игорь, и по отношению к вам, чтобы каждый услышал, понял одну простую вещь. Извиниться или попросить прощения – это элемент мужества. Понимаете, не надо вам сейчас, кто обиделся, не обиделся. Какая проблема, скажите, извините меня, депутаты, и все. Какие проблемы? Поэтому это элемент мужества. Никто же вас, это же не унижение. Ну вы же допустили это сами, эту оплошность. Давайте снимем эту проблему, снимите проблему, дайте присягу и все на этом. Это неуважение и к депутатам, и к примарскому корпусу. И я все-таки настаиваю, чтобы проголосовать. Не проголосуют депутаты, пусть не голосуют, но я настаиваю проголосовать. Уважение надо проявлять.
Коллеги. Мы должны тоже здесь показывать свой... Мы сегодня здесь депутаты, нас избирал народ. Я лично недоволен, что меня оскорбили вот здесь сейчас с трибуны. Я поставлю вопрос на голосование. Переголосование. Секунду, я вам сейчас дам слово. Я предлагаю поименное голосование, чтобы отстранить с состава ЦИКа Яна Игоря. Коллеги. Кто за поименное голосование? Я отказываюсь от данной должности по одной простой причине. Если меня не будут уважать просто как гражданина, я не готов участвовать в этом процессе. Спасибо, это честно. Зато честно. Спасибо за ваше предложение. Зато честно. Спасибо. По отношению ко всем честно могу заявить, что в первую очередь вы должны уважать человека как личность. Зато честно. Спасибо, Игорь, зато честно. Зато честно. Я честно говорю, поаплодирую вам. Членов ЦИК у нас есть. На следующем заседании мы должны доизбрать еще 4 члена ЦИК. Переходим, у нас все уже, кроме Игоря. Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу. Бянда Юлия Георгиевна Демиля Семенович. О проекте постоянного выделения средств из резервного фонда депутатского. У каждого депутата есть резервный фонд. Я думаю, не будем обсуждать сразу на голосование. Кто за? Резервный фонд депутатский. Есть, Сергей Александрович. Кто против? Воздержались? Единогласно, спасибо. Идем к следующему вопросу. О проекте постановления Народного собрания Гагаузии об отмене постановления Исполнительного комитета об утверждении положения о механизме финансирования, отчетности и контроля средств по реализации программы «Освященное Гагаузское село» на 18-27 годы. Екатерина Федоровна. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, неоднократно на последних сессиях по этому вопросу высказывал свое мнение. Не хотел повторяться, но скажу всего лишь 2 слова. Нет, вот я до вопроса, Владимир Михайлович. Я выскажусь по этому вопросу, чтобы меня потом не обвиняли в каких-то инсинуациях. Сегодня по вопросу... Нет, я по вопросу просто пока еще не начали. Смотрите, сегодня мы, спасибо огромное всем коллегам, приняли бездефицитный бюджет. Многие коллеги выступали за то, что сегодня у нас очень большая проблема и дыра в бюджете. Мы должны, предложили исполкому сесть и по каждой статье пройтись и секретировать этот бюджет. Правильно? Почему сегодня в очередной раз этот вопрос так, извините за выражение, не найду другого слова, нагло лоббируется и ставится на заседание? Когда на прошлом заседании мы предложили, поставьте отчет о ГРТ, поставьте избрание Вестник Гагаузии. Ни один вопрос не ставился на президиум. Этот вопрос опять сегодня в сессии. Я извиняюсь, я в этом вопросе участвовать не собираюсь. Приношу свои извинения, если я этим своим мнением кого-то обижу. На следующий вопрос я приду и... Спасибо, не проблема. Это твое мнение, пожалуйста. Екатерина Федоровна, вам слово, пожалуйста. Уважаемые коллеги-депутаты, вопрос перед уходом депутата из Бишалмы, надо жителям Бишалмы, которые смотрят этот эфир, надо понимать, что депутат от Бишалмы не хочет слышать, как обсуждается вопрос «Освященное село», почему депутаты обсуждают эту программу и что намерены депутаты предложить. Григорий Иванович. Григорий Иванович. Григорий Иванович, ну... Уважаемые коллеги. Григорий Иванович. Очень надо было. Григорий Иванович. Владимир Михайлович, маленькая реплика. Пожалуйста, реплику и можете выходить, да. Одну секунду. Я предлагал на всех комиссиях, это я говорю не только жителям Бишалмы, избирателям, вам говорю, Екатерина Федоровна, жителям того же Чешмекюя. Сегодня мы на 4 комиссиях бюджетных, на публичных слушаниях обсуждаем о том, что у нас реально патовая ситуация, кризисная. Почему-то у нас засуха. Не нашли деньги на сельское хозяйство. Сегодня мы в 10-й раз лоббируем интересы освященного села. Извините, вот я выскажу последний раз, Екатерина Федоровна, минутку просто дайте мне, выслушайте внимательно. Я предлагал не один раз на комиссиях. Сегодня у нас 26 населенных пунктов.
По закону у нас было 23 села. Из них есть анализ, был предоставлен нам не один раз и на заседании Народного собрания, и в комиссиях, что из этих сел у нас несколько сел не освещено 100%. В процентном соотношении. Есть документы, вот здесь начальник управления строительства, он подтвердит. Одну секунду. Мое предложение было, как члена бюджетной комиссии, сегодня по данному постановлению было решение, да, по факту оплачиваем, сколько мы тратим за электроэнергию, а те села, которые не освещены 100%, предоставляют смету. К примеру, Дизгинже освещено, если я не ошибаюсь, 60%. 40%. Георгий Иванович, ну мы же не обсуждаем еще вопрос. Вот чтобы просто не обсуждать, я начал уходить мою фамилию назвать. Я говорю свои предложения, чтобы не мешать Екатерине Федоровне. Григорий Иванович, есть регламент. Для того, чтобы обсуждать... Регламент здесь до 15 минут до этого разговаривал, вы никого не перебивали. Есть регламент, начинает выступающий докладывать, потом вы берете слово. Вы еще даже не слово сказать. Так я же знаю, о чем разговор. Ну, знаете, но откуда вы знаете, может, кто другое скажет сейчас. А зачем тогда надо было мою фамилию озвучивать? Все. Уважаемые коллеги. Неужели других фамилий нету? Господин Дюльгер, простите, пожалуйста, что Ладно, я назвала вашу здесь. фамилию. Перед вами Извините. Уважаемый Привар, да, проблема Москвы, Бекимджан решать нечем без проблемы. Уважаемый коллеги, Григорий Иванович. Заберите, пожалуйста, микрофон у Григория Ивановича. Спасите. Владимир Михайлович, по процедуре... Екатерина Федоровна, пожалуйста. Екатерина Федоровна, пожалуйста. Докладывайте вопросы, ставим вопрос на голосование. Уважаемые коллеги депутаты, программа «Освещенное село» была принята нами в 2017 году, но по нашему постановлению вступила в действие эта программа в нашей автономии с января 2018 года. Весь 2018 и весь 2019 год примары вместе с местными советниками использовали эти средства и освещали свои... Господин Орман же, можно позволить себе послушать и позволить депутату, который выступает сейчас по этому вопросу? Ну, потому что вы мешаете, если можно. Спасибо. 2 года эта программа действовала, и примары вместе с советниками проводили мероприятия по освещению улиц села. Мы не раз с вами были свидетелями того, как Башкан Гагаузии и как члены исполкома говорили о том, как классно, что в Гагаузии наконец-то села освещены. И это так на самом деле. Я только хочу для всех, кто смотрит сейчас прямой эфир, сказать всем жителям Гагаузии: Biləsinizsəni, sokaklar köylerde aydınladılar. Onun için hani deputatlar verdiler kendi sesini, aldılar böyle programa, ayırdılar bunun için para da bu işle oldular bizim Gagauziyamızda. Ama bu işle de bitmedi. Niçin programa alındı 2018-2027 yıla kadar. Da bu yılların içinde lazım bizim zakonumuza göre, bizim programımıza göre ne kadar para kişi başına 5 lei верили Хербер Примария. Не oldu. Что мы с вами сегодня обсуждаем? В 2020 году, 31 июля, исполнительный комитет принимает постановление, которым обязывает примаров предоставлять какие-то документы, а это счета фактур по оплате электроэнергии, для того, чтобы получить финансирование по этой программе. Но мы с вами, депутаты, принимая программу «Освещенное село», мы прописали четко процедуру и механизм финансирования. 5 лей на каждого человека, исходя из численности населения того или иного населенного пункта. Так написано в нашей с вами программе. Исполнительный комитет, принимая свое постановление 31 июля 2007 года, назвал исполком это постановление о механизме финансирования, отчетности, контроля средств по реализации программы. Механизм финансирования в нашем с вами постановлении принятом прописан, о котором я уже говорила. Отчетность и контроль средств по реализации программы «Освещенное село» в нашей с вами программе тоже прописано, что контроль за исполнением этих средств лежит на счетной палате Гагаузии. Следовательно,
Как финансировать в программе сказано, кому проверять, как верно использованы эти средства, тоже в нашей программе написано. Что мы сегодня с вами обсуждаем? Когда в июле 2020 года исполнительный комитет принял это постановление, исполнительный комитет по-своему трактовал программу, которая была принята и утверждена депутатами Народного собрания Гагаузии, вследствие чего выделяла не 5 лей на одного человека, а меньше. Почему? Потому что примарии должны были представлять только счета на электроэнергию, но примариям необходимо было еще закупить лампы, оплатить работу электриков, которые будут эти провода протягивать, правильно ли я использую глаголы, протягивать провода по электрическим столбам и так далее. Есть юридическая справка, которая подготовлена Народным собранием Гагаузии, в которой я хочу два момента отметить. Тогда, когда исполнительный комитет принял свое постановление и назвал это постановление об утверждении положения о механизме финансирования, и дальше длинное название, указала программы «Освещенное Гагаузское село». Но в июле 2020 года программы «Освещенное Гагаузское село» в нашей Гагаузии уже не было. Потому что мы с вами 17 декабря 2019 года внесли изменения в эту программу, и эта программа уже называлась «Освещенный населенный пункт Гагаузии». Есть два момента. Об одном из них я уже говорила депутатам. С января 2020 года Народное собрание Гагаузии приняло постановление, а исполнительный комитет должен был финансировать в рамках этой программы и 3 города Гагаузии. Так вот, в нарушение нашего с вами постановления, которым мы внесли изменения в программу «Освещенное Гагаузское село», и программа стала называться «Освещенный населенный пункт Гагаузии», 3 города не получили ни одной бани на финансирование освещения улиц городов. И второе, и это написано в юридической справке, я хотела бы вам зачитать. В пункте 5 настоящего положения исполнительного комитета, внесены изменения, которые противоречат нашей с вами программе. Исходя из данной нормы, которую внесло в свое постановление исполнительный комитет, местные органы власти не получают гарантированные постановлением Народного собрания Гагаузии 5 лей на одного жителя каждого населенного пункта, а лишь суммы, предоставленные согласно счету фактурам за использование электроэнергии. Так, в пункте 1 положение исполнительного комитета, пункт 1 положение исполнительного комитета противоречит пункту 14 постановления Народного собрания Гагаузии. Пункт 1 предусматривает, что положение о механизме финансирования отчетности и контроля финансовых средств по реализации программы «Освещенный населенный пункт Гагаузии» «Освещенное Гагаузское село» разработано с целью контроля за расходованием бюджетных средств. Вместе с тем, пункт 14 постановление Народного собрания Гагаузии устанавливает, что процесс контроля за целевым использованием средств программы ежегодно осуществляется счетной палатой Гагаузии. Поэтому, уважаемые коллеги, есть два момента, которые нам важно понять, чтобы проголосовать за отмену постановления исполнительного комитета Гагаузии, которым исполком ограничил выдачу средств для реализации этой программы на территории нашей автономии, и которым исполнительный комитет проигнорировал наши постановления, и весь 2020 год не финансировались 3 города, как я уже говорила, и не получали деньги на освещение своих улиц. Есть предложение, уважаемые коллеги, принять постановление с таким пунктом: отменить постановление исполнительного комитета Гагаузии номер 20/4 от 31.07.2020 года об утверждении положения о механизме финансирования отчетности и контроля средств по реализации программы «Освещенное Гагаузское село» на 2018-2027 годы как противоречащее постановлению Народного собрания Гагаузии номер 97 от 8.09.2017 года об утверждении программы «Освещенный населенный пункт Гагаузии» с последующими изменениями и дополнениями.
Уважаемые коллеги, вот вся абсурдность ситуации. Получается, что мы, депутаты, принимаем законы, любым своим постановлением исполнительный комитет вводит свои нормативы. Так могут поступить и с любым законом, принятым нами. Поэтому я считаю, что отменить это положение нужно и не давать возможность больше предпринимать такие шаги, которые противоречат тем законам, которые приняты Народным собранием Гагаузии. Если что-то и менять, это должно проходить процедуру внесения изменений в закон. Спасибо. Пожалуйста. Да, это же надо так не любить жителей городов Камрат, Чедерлунга и Вулканешца с тем, чтобы целый год не финансировать вот по этой программе освещенный населенный пункт. Находить тысяч причин, объяснений, почему мы это не делаем, а не как, чтобы сделать так, как Народное собрание приняло решение. Вообще это нонсенс, когда наши нормативные акты игнорируются исполнительным комитетом. То есть мы утверждаем исполнительный комитет, который должен исполнять принимаемые нами нормативные акты, претворять в жизнь ту политику, которую нам дают наказы избиратели, и мы сталкиваемся не просто игнорированием, а переиначиванием. В этой связи, чтобы время не отнимать много, Екатерина Федоровна, предлагаю, коллеги, дополнить постановление, во-первых, не просто отменить это солидарно, однозначно буду голосовать, а дополнить, чтобы исполнительному комитету принять необходимые меры. Во-первых, новое постановление, коим неукоснительно соблюдать требования закона, потому что в любом случае в этом постановлении регулируются и другие вопросы, не только в части то, что вы огласили, то, чтобы именно твердо в рамках закона, чтобы было, чтобы закон исполнили в том соответствии, в котором мы это указали. И, наконец, я думаю, было бы справедливо, если бы исполнительный комитет изыскал денежные средства на восстановление справедливости данным городам и выделил в этом году то, что не додал в прошлом году. Спасибо. Георгиевич, у меня, Владимир Михайлович, смотрите, что получилось. Sevgili депутатлар, zakona göre isполком lazımdı primarlara, köylere versin ki o parayı 5 lei kişi başına bütün 2020 yılda nice de verdi 2018'de hem de 2019'da. Ama 2020 yılda Eylül ayından sonra isполком kendi başına söyledi. Yani biz şu an sonra size vermeyeceğiz 5'er lei, biz size başka türlü vereceğiz. Ama o formulası hangisi hani zakona karşı gider. Kendi постановлениясını aldılar. Ona bizim köylere isполком vermedi o parayı hangisinden lazımdı versin. Da ben düşünüyorum hani ta lazım söylemeyen isполком sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, 4, neredeyse 5 ay, Ağustos'ta burada 5 ayın parasını ne kadar lazım o kadar da isполком versin, nice lazım, nice yazılıydı bizim programda. Böyle olacak doğru. Niçin ki yani kendi başına girme da bizim programaları değiştirme böyle hak isполком'da yok. İsполком'da var başka türlü hak. Gelme bizim yönümüze de söyleme. Teble değişilmekleri isteriz yapma. Hadi birlikte bakalım, alalım böyle karar. Я постановление зачитала. И я очень хотела бы, чтобы примарский корпус, Олег Федорович, здесь есть другие примары, чтобы вы... Думаю, еще Олег Федорович, вот если я слышу, и коллегу, здесь есть начальник управления. Ну, чтобы много не говорить об этом вопросе, сразу поставить на голосование. Все говорим одно и то же. Мы же новое ничего не говорим. Абсурдное постановление. Оно незаконное, его надо отменить. Так я поэтому говорю, вот говорит Александр Григорьевич, коллегу и голосуем. Смысл одно и то же всем говорить. Я не буду повторяться и говорить то, что уже сказали. Я просто маленькую экскурс в историю. Значит, по-моему, в марте прошлого года исполнительный комитет вышел к нам с инициативой, к депутатам. Мы собрались в зале, что есть моменты, которые нужно улучшить в программе, связанной с освещением населенных пунктов. Если помните, коллеги, предложение, которое дал исполнительный комитет, я поделился со всеми коллегами, мы подготовили консолидированное мнение всех депутатов Народного собрания, какие моменты мы бы хотели улучшить в программе, связанной с освещением населенных пунктов. Мы эти предложения отправили для того, чтобы потом была инициатива о внесении изменений в нашу действующую программу. К сожалению, этих изменений не было, вместо этого приняли постановление исполкома. То есть мы были готовы и к диалогу, и к сотрудничеству, и
Сами считаем, что есть действующий нормативный акт, который, конечно, можно актуализировать, можно улучшать, можно вносить какие-то моменты, но это должно проходить через внесение изменений в тот документ, который мы с вами утвердили. Исполнительный комитет решил это трактовать самостоятельно. Ну, дальше повторяться не буду. Иван Николаевич, пожалуйста. Уважаемый председатель Народного собрания, уважаемые депутаты, уважаемый примарский корпус, уважаемые коллеги, члены исполкома, относительно программы «Освещенный населенный пункт». Да. Действительно, данная программа действует, и как Екатерина Федоровна обозначила, что она действительно имеет место и имеет результаты. То есть на тот момент, когда программа принималась, уровень освещенности населенных пунктов, сельских населенных пунктов составлял 45%. Благодаря введению данной программы за 2018-2019 год уровень освещенности сельских населенных пунктов достиг свыше 90%. Хотел бы также отметить, что сегодня, согласно Закону об энергетике, содержание и обслуживание уличного освещения – это прерогатива местных органов власти. Тем не менее, на протяжении 3 лет региональные власти помогают примариям, беря на себя финансирование данной услуги, которая предоставляется по нашим населенным пунктам. Также хотел бы отметить, что несмотря на то, что источник финансового покрытия по данной программе, который в пояснительной записке при принятии данной программы определялся как подоходный налог, с физических лиц, который на тот момент в 50% оставался в центральном бюджете. Сейчас этот налог 100% у примарий наших населенных пунктов. Тем не менее, программа продолжила свое финансирование, и, думаю, в дальнейшем региональные власти будут продолжать помогать нашим примариям в тех или иных программах, в том числе и по уличному освещению. Теперь касательно постановления Народного собрания под номером 349 о внесении изменений в название данной программы и изменении остальных синтаг, которые меняют сельские населенные пункты на просто населенные пункты. То есть, кратко говоря, включая туда города. Хотел бы обозначить все-таки много вопросов, почему все-таки в 2020 году не финансировались города по данной программе «Уличное освещение». Владимир Михайлович, я прошу прощения, господин Килёглу, я прошу прощения, я просто сейчас не могу понять. Мы же не обсуждаем, почему депутаты приняли это постановление, оно принято и оно действует, и исполком обязан был его исполнить. У вас могли быть какие-то предложения, но тогда вы должны были об этом сказать в январе 2020 года. Но с января до июля 2020 года вы не говорили и не выходили с предложениями по тому, чтобы Народное собрание приостановило, может быть, свое постановление, свои изменения в закон. А сейчас очень коротко. Мы рассматриваем, мы, депутаты, готовимся к тому, чтобы принять постановление об отмене постановления исполкома Гагаузии. Я думаю, что тут просто вам и юристам исполнительного комитета ясно и понятно, что это постановление не имеет никакой юридической силы, потому что нет такой программы «Гагаузское освещенное село», которое указано в названии вашего постановления. Я повторюсь, уважаемые коллеги, уважающий себя член исполкома, либо тот, кто предложил этот документ, а еще лучше тот, кто подписал этот документ, уважающий себя человек, если был бы, он отменил бы это постановление, потому что нет программы, на которой это постановление рассчитано. Нет этой программы. И было бы правильно, если бы исполком сам отменил бы свое постановление. Но коли они этого не делают, я предлагаю нам помочь исполкому избавиться от ненужного документа, юридически ненужного. Прошу поставить на голосование. Если позволите, я продолжу все-таки, потому что были заданы вопросы и обсуждение было по данной программе. Хотел бы объяснить точку зрения исполнительного комитета по постановлению о положении. Ну к чему? Мы же не обсуждаем, Иван Николаевич, вы же это прекрасно Вы понимаете. должны, мое мнение, что каждый депутат имеет право выслушать обе стороны для принятия решения.
Поэтому, если позволите, я все-таки продолжу. Да, то есть относительно изменений по населенным пунктам или сельские населенные пункты. В экспресс-каноне данное постановление было опубликовано 7 февраля 2020 года. С учетом того, что численность городов у нас составляет 57 838, это дополнительно нужно было изыскивать для включения городов в данную программу порядка 3,5 миллионов лей. Далее у нас пошла, я буду кратко говорить, постараюсь уложиться, чтобы... Да, если можно. Да. Дальше у нас пошло чрезвычайное положение, была включена блокировка ассигнований. Она тоже определенных эффектов не дала для того, чтобы мы понимали, что у нас есть дополнительные средства в размере 3,5 миллионов лей. И в принципе вы сами убедились в том, что к концу года бюджет был дефицитный, и эти средства изыскать практически было невозможно. Теперь касательно... Ситуация была сложная финансовая. Теперь касательно того, что нами, Главным управлением строительства и инфраструктуры, был проработан анализ по исполнению программы «Освещенное Гагаузское село» за 2018 и 2019 год. Таким образом, собирая информацию напрямую от Примарии, а также от Управления финансов, пришли к выводу: в 2018 году нецелевое отвлечение средств было 387 тысяч. В 2019 году уже нецелевое использование средств было 1 309 000. Что подразумевается под нецелевым использованием? Это расходы, которые направлялись на закупку топлива и ГСМ, на канцтовары, на одежду и обувь, на служебные командировки, на транспорт и услуги, которые не относятся к пункту 12 принятой вами программы. Напомню, что пункт 12 регламентирует направления, по которым можно производить расходы по уличному освещению. Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, постановление, о котором мы сейчас говорим, об утверждении положения, да. Об утверждении положения «Освещенное село», оно законное? Есть такая программа? Действует она в Гагаузии? Да, если позволите, я все-таки продолжу, потому что был задан вопрос. В том числе был задан вопрос о том, что полномочны ли мы проверять, если это прописано в программе, что за целевым использованием назначена Хорошо, вы счетная продолжите, палата. Но ответьте, да или нет? Это постановление, оно законное? Я прошу не перебивать, я все-таки завершу, а после зададите вопросы, если позволите. Теперь, согласно закону о местных публичных финансах от номер 397, роль исполнительных органов власти местных публичных финансов. Исполнительный орган исполняет следующие функции: обеспечивает использование по назначению утвержденных бюджетах ассигнований. Также закон о публичных финансах номер 8, статья 45 пункт Е, гласит о том, что законность и целесообразность использования бюджетных ассигнований в соответствии с лимитом ответственный за это главный исполнитель бюджета. И ряд других законодательных органов, которые регламентируют о том, что в том числе закон об исполнительном комитете предусматривает статья 17. Исполнительный комитет осуществляет контроль за соблюдением и выполнением органами местного публичного управления законов Республики Молдова, указов президента, законов Гагаузии, постановлений, распоряжений Баскана. А также статья 9, пункт 4. Исполком координирует и контролирует деятельность органов местного публичного управления. Согласно вышеперечисленных законов, исполнительным комитетом и было принято решение о разработке положения по контролю и механизму финансирования программы «Освещенное Гагаузское село». Основной идеей данного положения было произведение оплаты и финансирования по факту потребления затрат на уличное освещение. Все пункты, которые были прописаны в программе «Освещенное село», они практически дублируются и в положении. Уважаемые коллеги, давайте
Давайте мы, чтобы сейчас долго не... Ставим вопрос на голосование, в зале есть 19 человек. Олег Федорович, мы голосуем, ну, у нас получается, Олег Владимир Михайлович, убедительная просьба. Я у вас просто попрошу, у нас депутаты поднимают руки, я им не даю слово, примар постоянно встревает. Правильно, но мы сейчас будем голосовать за него, Олег Федорович. Владимир Михайлович, можно я вас попрошу? Ассоциация примаров, которая обратилась к нам и просила в этом вопросе разобраться, я настаивала бы как депутат, просила бы вас, Владимир Михайлович, предоставить слово Олегу Федоровичу как председателю этой ассоциации. Вот сейчас депутаты уходят, и депутат Копчака в том числе уходит. Уважаемые коллеги, ну давайте мы не будем комментировать и говорить про депутатов. Мы сами переходим на оскорбления, потом... Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, я прошу прощения, все-таки мне было предоставлено слово, и я его не завершил. Да, то есть, и теперь таким наглым образом меня перебили и... Либо дайте возможность досказать, либо уже переливайте. Я хочу, Олег Федорович, я не к вам обращался. Я хочу вам сделать замечание. Потому что, когда вы ведете заседание, я не врываюсь к вам. И не беру у вас микрофон в наглую. Вы просто уже нарушаете все регламенты. Спасибо. Олег Федорович, я хочу вам сделать замечание. Потому что вы уже, получается, что стали депутатом и просто постоянно приходите и мешаете. Я с уважением к примарам отношусь. Ну давайте мы проголосуем, давайте вы не будете нам мешать, Олег Федорович. Давайте, вот Иван Николаевич говорит, вы вышли к трибуне, Екатерина Федоровна вам сказала, вы сразу начали, ну это неправильно, Олег Федорович. Я не уйду, я здесь. Я просто говорю, подождите, если вас или пригласят, ну так нельзя, пожалуйста. Да, спасибо, что предоставили возможность все-таки продолжить. И теперь я непосредственно конкретно подойду вот к тем вопросам, которые задавались. То есть мы, в принципе, данное положение обсуждали по всем районам, собирали примаров и обсуждали данное положение. Какие вопросы возникали во время... Так это ради этого и все и делается. Иван Николаевич еще 30 минут будет говорить ни о чем. 10 минут назад господина Янака спустили с трибуны за то, что он пытался учить депутатов. Здесь целый начальник управления, зачитываем целые кодексы для того, чтобы ушли депутаты. Олег Федорович, он начальник управления, задали вопрос. Давайте мы будем идти или мы идем по процедуре, или принимаем новый регламент, где будет примар ассоциации, примар вести заседание. Давайте новый закон тогда примем. Но давайте не будем мы сегодня превращать в шоу это. Есть вопрос, ставим его на голосование. Проходит хорошо, не проходит, ну что мы здесь будем одно и то же говорить? Ну правильно, он сегодня вышел. Илья Семенович, вы хотите проголосовать за этот вопрос? Давайте ставим его на голосование, я тоже буду. Уважаемые депутаты, дайте я скажу 2 минуты, если вы позволите. 2 минуты. И потом Иван Николаевич пусть еще час выступает. Если вы позволите. Но он будет еще час выступать, и здесь сейчас останется 17. Так, давайте так. Вопрос касается всех сел. Олег Федорович, присядьте, пожалуйста. Иван Николаевич, тоже присядьте. Присядьте, Иван Николаевич. Екатерина Федоровна, вы тоже давайте присядьте. Я ставлю вопрос на голосование, отменяем и все. Не надо превращать его в шоу. Конечно. Сейчас еще один человек выйдет и вообще не будет голосовать. Все правильно, поэтому я попросила Ивана Николаевича говорить по существу. Я ставлю на голосование, Сергей Алексеевич. Ну, пожалуйста, ну вот сейчас опять будет. Видите, я посадил специально, чтобы не превращать. Уважаемые коллеги, мы находимся в Народном собрании парламент Гагаузии. Здесь нужно обсуждать вопросы. На мой взгляд, со стороны Народного собрания, парламента Гагаузии, отсутствует парламентский контроль, Иван Николаевич. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, и для всех остальных. Это наш большой минус о том, что принимаемые законы Народным собранием отсутствует контроль за исполнением данных законов. Давайте не буду заниматься ликбезом, но будем говорить. Народное собрание принимает законы, постановления. Исполнительный комитет принимает постановления. Скажите, по иерархии законов, что выше? Закон Народного собрания отменяется постановлением исполнительного комитета. Где это видно, друзья мои? Студент первого курса по теории государственного права ответит лучше на этот вопрос поставленный.
Вы выступаете, Иван Николаевич, в своем выступлении говорите, значит, есть то, что аккумулированные средства, выделенные согласно закону об освященном село, значит, тратятся не по назначению, не по тем статьям, на канцтовары, на топливо, на обмундирование. А что делает исполнительный комитет по соблюдению? Скажите мне одну норму, одну санкцию, принятую к тому органам местного публичного управления за нерациональное использование отсутствия закона. Счетная палата Гагаузии какой нормативный акт приняла санкцию в отношении нерационального использования или не по закону? И последнее. Если вы говорите о том, что деньги не используются по назначению, и заметили это ровно год назад, вы должны выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в закон об освященном село. Мы здесь его обсудим, примем и проголосуем. И нет в этом больше проблем. Я, может, с вами сегодня согласен о том, что на самом деле, если средства остаются неиспользованные, значит, наверное, в том законе, который мы приняли, есть проблема. Может, что-то мы не учли. Выйти из законодательной инициативы. Вот это показывает, знаете что? Сотрудничество ветвей власти с законодательной и исполнительной властью. А мы здесь показываем амбиции. Кому-то не понравилось. А давайте мы сейчас покажем другое. А сейчас мы их научим. Да слушайте, от этого кто страдают жители Гагаузии? От этого страдают жители Гагаузии. Обращаюсь еще раз сегодня говорю. Благодарю всех тех депутатов Народного собрания. И я в том числе голосовал за этот закон об освященном Гагаузском селе. Я помню, как люди спотыкались ночью, не знали, куда наступать, когда отсутствовало освещение улиц, населенных пунктов. Мы приняли этот закон. Я помню, говорили, зачем принимать этот закон? Да не нужно это. Народное собрание приняло, и имеем закон, имеем освященное Гагаузию, и все села освящены. Молодцы, браво. И пусть телезрители, пусть избиратели знают, что это заслуга Народного собрания. Как и по здоровому питанию, значит, мы кормим детей в школах, и мы переживаем за то, что люди, дети Гагаузии должны жить в нормальных условиях. Мы за то, чтобы сегодня жители Гагаузии себя чувствовали в нормальных человеческих условиях, где жили в освященных селах, где дети были здоровы, питались и все остальное. Поэтому давайте сотрудничать ветви власти, давайте работать во благо жителей Гагаузии. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагается Николай Иванович, я ставлю на голосование. Несколько слов. Пожалуйста. Большую часть того, что хотел сказать Сергей, как сказал, спасибо. Но я добавлю лишь в связи с тем, что первый год, полтора работы этой программы, большие расходы нужно было делать примарьям, приобретать, ставить столбы и так далее, и так далее. Поэтому эти 5 лей в полном объеме использовались целевым образом. Но впоследствии, когда эти работы были решены и нужно было платить, по-видимому, за электроэнергию, и все эти деньги не уходили туда, то нужно было действительно исполком выйти предложение, чтобы мы обсудили, несли коррективы, чтобы это было все законно. Но я вместе с тем хотел бы, так как у нас закон этот называется, значит, о населенный пункт, да, и за прошлый год по закону было положено, и исполком должен был профинансировать и города наши, и это не было сделано, то я прошу включить в постановление обязать исполком профинансировать в том объеме, который наши города недополучили, компенсировать недополучили эти деньги. Спасибо. Мы отменяем постановление. Михайлович, Владимир Михайлович. Да, пожалуйста. Ну, голосовать уже, Николай Ильич. Если можно. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, просьба при распределении, наверное, все обратили внимание, при распределении тех 15 миллионов, которые выделило правительство для автономии, там есть приоритетность на освещенные некоторые населенные пункты. Если у нас сегодня достаток этих денежных средств на тот или иной населенный пункт, для чего мы выделяем эти денежные средства? Может кто-то ответить? Есть там приоритетность, я видел определение вот этих денежных средств на наши населенные пункты. Сегодня мы говорим о том, что избыток этих средств, мы постановление принимаем, тут же мы принимаем приоритетность на распределение денежных средств на тот или иной населенный пункт. Обратите внимание, пожалуйста, на эти пункты, и в следующий раз, когда будете распределять кап вложения, не учитывайте эти моменты. Николай Ильич, спасибо за такое замечание. На самом деле, я забыла об этом сказать. Исполнительный комитет принимает постановление, коим урезает финансирование, потому что уже не нужно.
А вот среди тех 15 миллионов, которые распределены, село Бешалма будет выделено 250 тысяч леев для освещения улиц. Это говорит о том, что значит недостаточно денег, если Бешалму включили в список тех сел, которые 250 тысяч получат на освещение из тех 15 миллионов. Поэтому поставьте на голосование Владимира Михайловича, чтобы за отмену постановления исполнительного комитета. Пожалуйста, еще вот последнее, кому даю слово. Владимир Михайлович. Так написано. Там написано освещение. Улиц. Хорошо, все, Григорий Иванович. Уважаемые коллеги, предлагается проголосовать за отмену постановления Вы бы хотя бы одну проблему комитета. решили у себя. Зачем вы лезете в чужие села? Один здесь в Карбалию лес учил, как надо там жить и вести хозяйство. Другой учит человека, который 40 лет в сельском хозяйстве работает, как правильно пшеницу выращивать. Вы сегодня лезете туда, когда понятия не имеете, что это предполагается. Ну, Спасибо. немножко тоже включайте логику свою и... Спасибо, Григорий Иванович. Уважаемые коллеги, кто за постановление об отмене постановления исполнительного комитета Гагаузии от 31.07.2020 года об утверждении положения о механизме финансирования, отчетности и контроля средств по реализации программы «Освещенное Гагаузское село» 18-27 годы? Кто за, прошу проголосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 человек, присутствует 19 человек. Это постановление, оно проходит. Уважаемые коллеги, предлагается следующий вопрос о проекте постановления об исполнении закона ТО Гагаузии о бюджете за 9 месяцев 2020 год. Если есть... Илья Семенович, вы можете к трибуне буквально минуту. Мы упустили, уважаемые депутаты, мы упустили очень важный момент. Мы учредили Центральную избирательную комиссию. В принципе, она правомочно может работать. С учетом того, что выборы назначены на 4 апреля, она должна начинать функционировать. Поэтому постановление нам нужно указать в обязательном порядке, указать о том, чтобы они организовались. И все, что необходимо к выборам, начали подготовку к выборам. Следующий момент. С учетом того, что мы не утвердили бюджет, денег на финансирование избирательной кампании нет. Но в данном случае избирательная кампания может финансироваться за счет резервов исполкома. Поэтому указать в постановительной части, обеспечить финансирование избирательной кампании согласно закону. Мы за это проголосовали. Нет, мы проголосовали. Я лишь просто озвучиваю для того, чтобы в постановлении уточнили все моменты, чтобы они могли функционировать. Они функционируют 5 человек. Сейчас, секундочку. Правильно, чтобы они могли функционировать. Поэтому я озвучил эти моменты для начала работы. Я сегодня же направлю в суд, комрад, что у нас нужен еще один член от суда комрад. И исполнительный комитет тоже своих, я это все сделаю. Поэтому давайте мы идем по повестке. Центральная избирательная комиссия, уважаемые члены ЦИКа, в течение 5 дней вы должны избрать руководящие органы в обязательном порядке. Это может иметь место и завтра, и сегодня вечером, как вы хотите. Это крайний срок, чтобы ЦИК уже начал работать, потому что мы провалим нашу избирательную кампанию. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопрос о бюджете за 9 месяцев. Владимир Михайлович, Вы по этому закону? Или? Я именно хотел выступить раньше Татьяны Михайловны. Почему? Потому что в тот раз я хотел выступить, задать ей вопрос, а она удалилась. И поэтому я прошу вас 5-10 минут время меня послушать, чтобы потом она не удалилась, а я ей задам пару вопросов. Сейчас то, что говорил Сергей Константинович, он же сказал по сути правильно. Постановление исполнительного комитета получается выше, чем закон, который принимаем мы с вами. А я что здесь увидел? Я хочу, что они хотят подменить понятия, хотят дополнительные деньги, которые они потратили, чтобы мы их узаконили. Вот что я вижу. Но если вы помните, год назад, по-моему, мы сидели в этом зале, и тоже у нас была сильная дискуссия. Мы здесь
с Башканом говорили на разные темы. И помните, как она сидела здесь, Владимир Николаевич, одна и говорила: ну, давайте будем сообщать, закроемся, уберем камеры, будем с вами говорить, строить Гагаузию, не надо, хватит нам ругаться на публику. Давайте вместе сообща решения будем принимать. Ну и что? Где она? А как красиво сидела здесь и рассказывала нам, мораль читала. Екатерина Федоровна, помните? Так вот, нет ее, она просто играла на публику, пыталась нас успокоить. А мы же говорили о чем? О проблемах, которые накопились в автономии. И не более того. Но это отступление. А хочу свое выступление начать с критики исполнительной власти. В частности, Ирины Федоровны Влах. И вас, уважаемый председатель Владимир Михайлович. А почему я это хочу вам сказать? Когда я вас спросил, вы, власть гагаузская, поздравили госпожу Санду с победой? Вы что мне сказали? Мы не имеем права, мы должны ждать решения Конституционного суда. Вы тут мне говорили. Вы сказали, погодите, коллегиально мы можем принять постановление, закон, но вы власть, которая наделена депутатами, Башкан народом, вы обязаны делать свою работу. Если вы будете выступать от лица физического лица, да, вы не имеете права. Но от государственной власти, которую вы представляете в автономии, вы должны были это сделать. И вы сказали, что вы ждете решения Конституционного суда. Ну и что? Было решение Конституционного суда. Я таких слов не говорил. И если вы предоставите видео, где я сказал, что я жду решения суда, я вам сказал, мы коллегиальный орган, если вы хотите, голосуйте. И не надо мне здесь сейчас объяснять, что я сказал, что я не говорил. Я вам это докажу. Не надо меня лечить здесь. Владимир Николаевич, давайте сделаем так. Я вам докажу и покажу. Договорились? А сейчас всего лишь минуточку времени. Потому что когда мы с вами наш законопроект здесь говорили о нем, обсуждали, вы встали, уже не проголосовали, вы встали, обсуждали, говорили, доказывали свое. И, кстати, вам никто не мешал. Вот поэтому я вас прошу, минуточку внимания. Просто скажу вам, что мы бы лучше проголосовали, потому что в зале уже 15 человек. А просто не будет сейчас кворума. Вот и все. Я поэтому предлагал, давайте сперва проголосуем, потом вы вышли бы сюда и говорили. Я это имел в виду. Просто говорите, вам никто не будет мешать. Спасибо. Так вот, я хочу вам сказать, что вы, как представитель нашей власти народной, да, должны были поздравить ее официально. Потому что ее поздравил весь мир. И Путин Владимир Владимирович поздравил, и канцлер Германии Меркель поздравила, и Джонсон, и все другие. А мы что хотели показать? Почему наша власть в автономии Башкан, и вы в том числе, недальновидны? Если вы не... Илья Исманович, перестаньте объяснять, кто я такой. Давайте вы будете говорить, вы. Владимир Николаевич, я говорю, если я был бы председателем, тогда я бы держал бы удар. И говорил бы все, что должен говорить. И слушал бы. Вы говорите, а вы сейчас показываете свою невоспитанность. Насколько я знаю, мы же с вами друзья. Так вот, я вам хочу сказать, только наша гагаузская власть не показала, не поздравила. Выбор страны определил народ, и вы обязаны бы это сделать. Так вот, уважаемые коллеги, я хочу вам сказать, Ирина Федоровна Влах на свою инаугурацию потратила больше 4 миллионов лей. Мы, депутаты, такие расходы с вами не закладывали. Из какой статьи она перебросила деньги, мы тоже не знаем. Если эти деньги она одолжила или нашла, почему эти деньги отсутствуют в ее декларации? Почему? Куда смотрят органы государственные? Так вот, хочу вам сказать,
Даже Дадон, Игорь Николаевич, когда проиграл, как бы ему не было трудно, но он нашел в себе смелости и поздравил ее с победой. Тем самым показал не только гагаузской власти, а всему народу показал свою толерантность, воспитанность и умудренный опытом человек. Так вот, я знаю, почему Ирина Федоровна не поздравила Санду. Потому что Санда очень скромно отпраздновала свою победу и инаугурацию. Потратила, по-моему, до 100 тысяч лей. Представляете, как скромно? Поэтому хочу вам, депутатам, напомнить. В бытность премьер-министром госпожа Санду была на инаугурации Башкана и поздравляла ее. Я понимаю, почему она поздравила, потому что они были в коалиции ПСРМ и ДПС. Но неважно, она это сделала. А что мешало Влах? Ирина Федоровна, вы меня, наверное, смотрите, да, своего 3-го этажа. Что вам мешало? Ответьте людям. Мы ждем ваше решение, ваш ответ. Но я надеюсь, что вы ответите, хотя сомневаюсь. Так вот, я вам хочу сказать, уважаемые друзья и коллеги, что если бы вы только на минуту представите, что вместо Санду была бы Ирина Федоровна Влах, выбрана президентом нашей страны, то я вас уверяю, весь бюджет в 1 миллиард лей она даже глазом не моргнула бы и потратила на свою инаугурацию. Что весь мир видел, какая она важная и красивая. А так чужие победы ее не радуют, а тем более скромно. И поэтому она ее не поздравила, потому что победа была очень скромно отмечена. Так вот, уважаемые коллеги, если вы помните, мы с вами создали комиссию по поводу пшеницы. И что дальше? Прокуратура молчит, хищения есть, накладные поддельные есть, а уголовное дело стоит на месте. Почему? Мы советниками и Сергеем Афанасьевичем сделали взвешивание пшеницы и доказали, что пшеница в складе отсутствует. Поэтому я с этой трибуны прошу госпожу Санду, как президента, чтобы она вызвала генерального прокурора страны, Стояногова Александра Дмитриевича, и взяла под личный контроль, чтобы народ получил ответ, где была пшеница все это время и кто ей пользовался. Наша комиссия выявила, что эта пшеница была у родного брата Ирины Федоровны Влах. Поэтому мы ждем ответ. Так вот, я с этой трибуны, Узун Илья Семенович, вместо гагаузской власти, поздравляю госпожу Санду с победой, желаю ей удачи и здоровья в нелегкой ее работе. И призываю, и прошу ее, чтобы она пришла к нам навстречу. Этот созыв еще поработает 2 месяца. Так вот, мы ждем, что вы приехали, и мы вам зададим те вопросы, которые нас интересуют. Сейчас, уважаемые друзья, я пойду по этим журналам, потому что люди меня спрашивают. Видите, как красиво все. По поводу бюджета. Я уже говорил об этом, еще раз повторяю. Управление привлечения инвестиций с бюджетом 2 миллиона лей. Татьяна Михайловна, я задаю вам вопрос. Вы можете похвастаться сейчас депутатам, какая сумма в течение 2 лет этим управлением была в Гагаузию привлечена? Пока вы будете потом отвечать, я жду, чтобы вы подготовились и мне сказали. Я думаю, что вы мне не скажете, потому что у вас нет на этот вопрос ответа. Я хотел бы также сказать исполнительному комитету по формированию бюджета на 2021 год. Почему не пригласили комиссию по спорту Народного собрания, где мы за 2020 год определяли сумму помощи спортсменам, премии, выезды, заезды.
Вы эту сумму с прошлого года урезали. В этом году, на 2021 год, вы опять без нас приняли окончательные свои цифры. Почему вы с нами не советовались? Кто вам дал право не слушать депутатов? Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, какая сумма дефицита в бюджете на 2020 год переходит на 2021 год? Вы же бюджет знаете. Вы же прошлый бюджет доказывали. У вас профессиональная команда. Вы все знаете, все цифры. Так вот, мы уже с вами здесь бьемся 3 месяца, но мы не знаем конкретную сумму. Вот когда вы выйдете сюда, запишите и дайте нам ответ. Сейчас у меня есть... Мы, депутаты Народного собрания, даем разрешение исполнительному комитету, даем разрешение продавать нашу собственность или нет. Мы уже который раз вам говорим, что вы сняли с бюджета продажу государственных активов. Почему все время этот вопрос находится там? Так вот, я, уважаемые коллеги, вам хочу сказать. В государственных компаниях находится представитель государства, который следит за исполнением бюджета этих компаний и как реализуется, и как амортизируется собственность народная. Так вот, у меня есть информация, что Чадрмунская нефтебаза уже куплена через суд. А если это произошло, и там был представитель исполнительной власти, почему исполнительная власть не закрыла дефицит этого предприятия? Если она такая профессиональная команда, и команда больших профессионалов, почему они туда не поставили управляющего своего, который покажет нам, народу, как она работает и какие дивиденды она приносит? Почему это произошло, и депутаты даже это не знают? А если этот механизм будет произведен по отношению и Вулканической нефтебазы, и по отношению ДЭО, и я не сомневаюсь, что, не дай Бог, хотя я не сомневаюсь, что там есть близкий родственник Ирины Федоровны Влах, который купил эту нефтебазу. Я, возможно, ошибаюсь, но я сомневаюсь. Так вот, исполнительный комитет предлагает нам с дефицитом принять 124 миллиона, да? Вы предлагаете нам, депутатам, чтобы мы все программы урезали и потом будете нас обвинять. Ничего у вас не получится. Я считаю, что вы должны программы исполнять, которые мы закладывали, а 123 миллиона – это как раз та сумма исполнительного комитета на зарплаты, исполнительная власть. Так вот, вы всем людям даете заработную плату, программы выполняете, а вашу зарплату, как вы найдете средства, тогда и будете получать заработную плату. Сомневаюсь, что вы на это пойдете. Сейчас я хочу вам сказать, почему все время в исполнительном комитете Гагаузии происходят постоянные разборки между депутатами. Ответ очень прост. Потому что в вашей команде, Ирина Федоровна, нет профессионалов. У вас было 2 профессионала. Это Чебан, первый заместитель, который уехал, Молдова-Газ, его взяли. И второй, это министр спорта Андрей Петрович. А другие у вас кто? Покажите, где они, до бытности исполнительного комитета, где они работали. Какой бизнес они продвигали. Ничего нету. Они чисто технические чиновники. Уйдет Ирина Федоровна Влах, они тоже найдут себе теплое место. Но сами ничего никогда не сделают. Потому что тратить народные деньги всегда легче, чем строить бизнес и пополнять бюджет. Так, ну, смотрите, иду опять. Люди меня спрашивают, звонят мне, что такое Яланджика. Так вот, я иду по ее программе, Ирина Федоровна. Ирина Федоровна обещала в Чадрмунге открыть современный аэропорт. И самое главное, там будет, аэропорт будет принимать международные, представляете, грузовые и пассажирские авиаперевозки. Есть такое? Нету. Значит, это что был? Обман. На гагаузском это ялан. Яланджика. Увеличить среднюю заработную плату в регионе до 10 тысяч лей. Есть это у простых людей? Нет, это был обман. Ялан. Зарплату только увеличили вам.
Влаг обещала, объем фонда поддержки предпринимательства будет увеличен до 100 миллионов лей. Я говорю по ее программе. Я говорю по ее программе. Когда вы говорите, я вам никогда не мешал. 100 миллионов лей. Почему вы ей не задаете этот вопрос? По программе, вот, 100 миллионов. Почему ей не задали? Где ее деньги? Где инвесторы? А вы меня перебиваете. Я не перебиваю, я имею в виду, мы сейчас рассматриваем бюджет за 9 месяцев. Это у нас форума уже вот нет. как раз я задаю вопрос, вот она смотрите, будет депутаты отвечать. уходят из-за Не этого, перебивайте понимаете? меня. Как раз Татьяна Михайловна будет отвечать на мои вопросы. Влаг обещала, очистим реку Ялпук с Камрата до Светлого. Это Бешалмак, Кангас и так далее, и так далее. Есть это? Нет, это был обман. Ялан. Влаг обещала, построим современный ипподром с трибунами, со всеми вспомогательными объектами, а также построить туристический комплекс на базе Чадрунской конифермы. Есть это? Нет, это был обман. Влаг обещал еще один обман. Привлечение инвестиций с ежегодным объемом 100 миллионов лей в свободные экономические зоны Камрат, Чадрунга, Вулканешта. Хочу спросить, есть эти деньги? По 100 миллионов каждый год. Она обещала, с программы ее, ничего нету, это был обман. А вы представляете, это полмиллиарда. Полмиллиарда уже потерянных денег. Влаг обещала, Фуджикура будет платить миллионные налоги в Гагаузию, и эти деньги будут инвестироваться в Гагаузию. Поэтому мы хотим создать все условия, что она сюда пришла. Ну и потратили 45 миллионов, плюс 13. Татьяна Михайловна, я вам уже задавал устно 3 раза. Вы мне сказали, попросите у налоговой данные. Я вам говорю, вам нечем хвалиться, у вас нет таких данных. Вы скажите нам всем, сколько Фуджикура заплатила налогов. Задается вопрос, для чего мы потратили туда эту сумму? Для чего? Чтобы Ирина Федоровна брат завез тот щебень и дороги сделали? Когда мы эти деньги окупим? Какой бизнесмен потратит такую сумму, чтобы никогда ее не окупить? Так вот, в завершение хотел бы сказать Георгию Ивановичу. Он очень все время кричит и мешает. Георгий Иванович, когда говорил Сергею Косовичу Чимпаешу и нам, коллегам, не говорите про исполнительный комитет, какой бюджет они предлагают, а предложите сами. Георгий Иванович, для вас говорю, это не наша работа, это работа исполнительного комитета. А мы с вами здесь распорядители этого бюджета. Мы смотрим, правильно они тратят деньги или неправильно тратят. Поэтому, когда вы говорите эти слова, то вы как минимум показываете свою некомпетентность. Так вот, и последнее. Георгий Иванович, вы скажите мне, почему вы все время держите микрофон и перебиваете всех коллег, всех, постоянно? Вы возьмите, просмотрите, пожалуйста, свое выступление в течение всего Народного собрания. Вы за себя не стыдитесь. Был депутат с вашего села, но он так себя не вел. Он показывал свою компетентность, он никого не перебивал. Если где-то перебивал, как и все мы. Но вы вообще чересчур заняты разборками, на всех рычите. Я знаю, что вы сильны. Я знаю, что вы сильны, занимались карате, я не знаю. Но здесь есть ребята, которые не послабее вас, а может даже посильнее. И последнее для вас, Георгий Иванович, хотел лично вам сказать, спросить вас, вы в психушке не лежали? Или вам нужен доктор, если надо, я пойду вам найду доктора. Поэтому сделайте выводы и не ведите себя так больше. Спасибо. Уважаемые коллеги, я предлагаю проголосовать, попросить еще 2 человека, чтобы зашли, 1 человек, чтобы зашел. Семенович, Илья Семенович. Георгий Георгиевич, позвони. Давайте, Георгий Георгиевич, 1 человек сейчас заходит, и мы голосуем, принимаем к сведению и... Да. По бюджету? Николай Иванович, если по бюджету за 9 месяцев, без проблем. А если нет, давайте мы проголосуем. Если нет вопросов, чтобы уже этот вопрос мы сняли. Уважаемые коллеги, Илья Семенович выступал, мы уже неоднократно упоминали Чадрунскую нефтебазу. Просто как для информации скажу вам, что на его примере, той ситуации, в которой оказалась Чадрунская нефтебаза, можно сделать вывод о том, что
наши должностные лица, руководство Гагаузии не всегда принимают решения, которые являются истинной последней инстанцией. Во времена башканства Георгия Тамбунщик, Георгиевича, вот это предприятие, нефтебаза, она было предприятием, которое крепко стояло на ногах. У нее в обороте было топливо, которое она заработала посредством того, что хранила, по-моему, для компании «Лукойл» на своей базе топливо. И им есть, то есть было чем работать, пускай в обращение это топливо, они зарабатывали деньги. Тогда Георгий Ильич обязал их, практически заставил раздать сельхозсубъектам нашим, предприятиям топливо без гарантии, без залога. Впоследствии это топливо не было возвращено, и вот с тех пор это предприятие лихорадило, и оно находится в такой ситуации из-за тогда волевого решения Башкана. Я вот просто хочу вспомнил эту историю. Да, ну, пользуясь паузой. Скажи, пожалуйста. Владимир Михайлович. Принять к сведению за 9 месяцев отчет. Да, к сведению, к отчету, не знаю к чему, но за последние 8 месяцев поднимите, пожалуйста, все заседания Народного собрания и посчитайте время, сколько говорил уважаемый до сих пор. Сейчас ровно 20 минут и не перебивал ни разу. А по поводу того, что вы сказали, вы бы зеркало нашли бы у себя дома одно. Если нету, я подарю вам на день рождения. Спасибо. Уважаемые коллеги, в зале 17 человек. Я предлагаю, чтобы проголосовали, приняли к сведению. Кто за, прошу проголосовать. Да, исполнение. Против? Воздержались? Но мы давали разве слово Татьяне Михайловне. Здесь только были оскорбления, больше ничего не было. Уважаемые коллеги, я хочу всех поблагодарить за плодотворную работу. И на этом заседание закрываю. За наглость не закрывайте. Нету Георгия Ивановича. Георгий Иванович, для вас говорю, посмотрите меня по телевизору. Я с умными говорю по-умному, а с такими дураками, как вы, говорю по-дурному. Спасибо. Уважаемые коллеги, всем большое спасибо. До свидания.